Буквально вчера весь день я, как филолог, раздумывала о том, как удачно на самом деле подобрано название форума. Ведь действительно студенты — это учителя будущего поколения, будущих компетентных взрослых, которых они будут готовить для того мира, о котором на самом деле ведь мы вообще практически ничего не знаем. Мы знаем, что этот мир будет цифровым, а остальное нам только предстоит узнать. И действительно эти молодые учителя, эти юные личности уже, эти горящие глаза, это не может не радовать сердце учителя, который, приходит каждый день в школу и понимает, как не хватает школе вот таких горящих сердец и горящих глаз. И, на мой взгляд, этот форум-конкурс хорош тем, что это конкурс и помогает нам увидеть будущих талантливых учителей, и тем, что это форум, и студенты имеют возможность пообщаться с учителями, у которых уже есть опыт за плечами. Какими качествами должен обладать победитель форума конкурса? На самом деле это вопрос, на который нет, я думаю, какого-то однозначного ответа, потому что если посмотреть на победителей конкурса «Учитель года», это абсолютно разные люди. На мой взгляд, это будет учитель, который неравнодушный, которому не все равно, который действительно готов войти в школьные двери и работать, сердце свое отдавать детям, себя не жалея, питать птенцов, да, как девиз конкурса «Учитель года». Это неравнодушный учитель прежде всего, а остальные компетенции, это те качества, которые позволят ему победить. А какие возможности дает форум-конкурс для участников? Как минимум, это коммуникация. Когда меня спрашивают про конкурс «Учитель года», я на свой опыт опираюсь в том числе, я всегда говорю, что это люди, прежде всего. Это то общение, те знакомства, которые ты приобретаешь. Кто-то один победит, а остальные, как им, правда, уже много раз вчера сказали, уже победители просто потому, что они дошли до всероссийского этапа, потому что они не побоялись заявить о себе, показать себя, выступить со своей идеей, со своим словом. И это уже круто, и это уже классно, и это уже огромный опыт, который они увезут с собой.